Сябры, вітаю! Сегодня у нас другий день у Таллине. Мы вышли вот гулять. Надворье ветреное и холодное. Дождю покуль нема. И таких дождевых хмарів нема. І ми зараз накеруємося знову у старий город, і нижній, і верхній поспробуємо исследовать. Але ось по дороге, я зараз стою на тыле хмарочосов. Тут как бы мы так разумеем вильнюсский, таллинский даунтаун. Зараз покажу. Ось, глядите, тут такі хмарочоси, і ось менавіта з гэтага месца бачна яшчэ і вось тыя, ось там, а то потым не будзе бачна. Вот это вот такі Шведбанк этот, велізарны, і там за ім таксама ёсць. Ну, і там яшчэ вон будуецца хмарочосик. Это такі Новобуд, Новый Таллин. Ну? Лабас Витас. Лабас. Привітання. Еще раз привітання. Мы идем далее в старый город. И який наш приблизно план вот на сегодня? Расскажи, что мы как бы собираемся? Ну, в Таллине старый город, есть нижний, есть верхний. Вот на верхнем городе там был замок. Вот его колись там штурмовали датчане, там они 100 годов кировали Таллином. Вот это место мы поглядим, и там Великая Кирха. Такая самая великая на ее верхнего поселка, где можно подняться. Некий сад, так, да? И, да, вот это вот датский сад, да. А вот, ну и заодно поглядим, будем Где-то оглядальная пляцовка есть там. Будем легче ориентоваться тем, что внизу, что со старым городом, а потом спустимся вниз. И будем уже ходить по основной участке старого города. Вчора от такой там столько разветвлений, всяких Вчора ми улочек. були біля Ратушної площі, ратушу бачили, ось бачили славуту аптеку. Ось, ну, уже было поздно, и сегодня мы потягнем эту вандровку по Таллину. И я для себя, вот у меня открытие, что, оказывается, вот Таллином или, не знаю, Эстонии, датчане 100 годов правили, я такого никогда не видела. А зараз на нашем шляху туди, я зараз покажу, вот мы стоим перед нашим тваром, зараз вам покажу, что это такое. Зараз, почекай, я зараз переключусь и покажу. Вот что находится перед нашим тваром. Мы стоим на таким перекрыжевании. Ну, але вот так на отлеглости. Что это такое вот? Ну, это оперный театр. О, это таллинский оперный. Таллинский, это национальный эстонский, так разумеется. Оперный театр, да. Да, самый головный. И он, конечно, видно, такая оригинальная ее конструкция. Два таких блоки, излученные, значит, таким переходом. Раз. Ось, и два. Ну, наскільки я розумію в архітектурі, немножко розумію, то я бачу по стилях, що це, хоча за все, було побудовано у часи першої незалежності Естонії, в міжвоєнний період. Тому що там тут є елементи конструктивізму тогочасного і елементи одночасового модерну. Ось, ну, вот, я не думаю, что это советская побудова. Ну, может быть, но Ну так, looks magnificent, да? Выглядає так. Да, внушально. Ага. Ну, коли поглядеть на все країни вот, Балтійські, да, то в Ризі велізарний оперний театр, добрий, он побудований ще до в Литві так само. А ось вот, в Таллині, я бачу, так само. Є така архітектурна гордість. Добре, дякую. Криху зблизу покажу. Это уваход у оперный театр. Сябры, вот побач, да, мы по карте доведались, а зараз вот уже вживую, что идет такая вулица уздовж гэтага оперного театра, и что за вулица, імя якое? Георгія Оцта, відомого півця, співака.
эстонского, якое мы все ведаем. Yes. Георг Оц. Памятаете наше поколение? Дети-то не памятают, молодь. И вось, оказывается, тут что? Ну, егоные, вот как бы таблички, нібито егоные следы. Да. То, что он ходил по этой улице. Это символ того, что он тут был. Ага, Ось, вот. ну. И где тут написано? 1920-1975 год. Вот Во, в 75 бачите? году помер. В 75-м Дальше годе. я- Дайте отсюда. Вот, глядите, Он Георг ходил по этой улице. Оц. Ягоные кроки эти и оперный. Так он оперный певец был. Да, кино Ага. И Ну, я хочу сказать, что Миху помилився, оперный театр был побудованный до революции, до Першої Всесвітньої війни, поспели в 13-му году закончили будівництво. Ну, воно, бачите, 910-913, ну, да, бачите, початку 20-х. модерний і конструктивізм властивий этому будинку. Ну, добре. І ось така утульненька вулиця Георга Отца, ведаєте, яка веде нас у старий город. Сябры, мы вот оттуль идем и побачили, что окромя Георга Отца там еще одна оперная певица была ёй. Зараз еще ось комусь. Агулюдик. Агулюдик. И еще. Співак, Певец. А там певица, там каблучки. Мы доведались, что это вот. Бачите? Юбілей. Так само співачка. Ага, и бачите, это каблучки отражены. Значит, здесь такая улица, ну, как бы аллея оперных див всяких и славы. Мгм. А вось гэта далей крыху. Глядите, прихожа з таких каменняў. Это такі драматычны тэатр таллінскі. Мы так думаем. Вось тут ёсць шыльда таксама. 1910 или что? Вот. Зараз мы вот идем туды, в старый город, и з таго перакрыжавання, з таго боку, я здыму вам у цэлым, покажу будынак. Вось так выглядае гэты драматычны. На адлегласці мы перайшлі. Тут ёсць вот трамваі ходзяць, бачыце, рэйсы. І мы ступаем на вуліцу, какую там вулочку, пасля гэтага перакрыжавання, якая Рава-рамац. якая вядзе ўжо сам стары горад. Ось уже перші шпілі пачынаюцца. Ось этот шпіль і сабор, да якога мы зараз накіроўваемся. А учора мы набылі ось такі магнітик. Глядзіце, бачна? Ось. Дзе собраныя, сканцэнтраваныя усе какие-то 5 ці колькі шпіляў, самых вядомых тут у Талліне. І які бачны з таго кругу, але мы такі 4 знайшлі. Ну, вось можна іх набыць зато ў магнітікі все разом, да і все. На память. Глядите, який дом. Тут как бы на улицу выходит, ну, объемно так. А тут обрезан на полову, такое вражение. Як пригожа, у Пригожина та кафешка. Глядите. Вот так. И я вам передаю привитание. И так мы по этой вулочке вышли. Ось туди уже ратушная. Опять там вот шпили. Мы учора туди повернули. А сёння ось мы до гэтага. Олежка пропонує сюди пройти. Ну да, і это куди гэты приступочки ведуть? Штось там уже нам. Дети. Ну-ка. Про незалежность Эстонии. Ух ты. Давайте. А, вот где экран тут, да? Да, межвоенный период, знаешь. «18-й год. Эстония отримала незалежность. Здобыла ее, даже змагались с русскими. Ага. І такой ніші, так усталяваны какой-то экран, ідзе фільмик. Але мы хотим уже подняться ось туди. Ну, вось мы вошли. Опять вся вандрука. Это сплошные костелы.
Ай, церкви, костелы, кирхи. Ой. Шпили эти. Меня это вот истомляє. Я щиро кажу. Коли всі вандровки сводяться до церквов і костелов. Регулисты тоже. Да, это все, конечно, помники, да. Вот цікаво, как бы треба, коли уже перший раз, а може один раз. Перший він вже опошній. Ну, треба поглядіти. Але, ну чому, наприклад, я атеїстка, повинна вот это все назирати і навідувати. Ну, ось тут такое, ось туристи тут ходять. Такой дворик, такие вот там так само дома. Вон там экскурсии какие-то. Ну, ось такая панорамка. Ну, вот это, такие вот уваходы, все этот костел или что это. Я этих, тут столько назвал, я навіть не собираюсь их выучивать, запоминать. Вот сдымаю перший этот сблизу шпиль, она же вежа некая. И, до речі, хочу сказать, что под моими частками этого відео про Таллин буде посилка на різні інші відео. Ну, там, особливо одно із вельми інформативне, там об'ясняє вельми добра жінка і назву Таллина, чому він так називається, і всі ці назви всіх этих костюлів і так далі. Що ти хочеш сказати? Похованы гробница великого этого русского путешественника Крузенштерна. Ну, а чому таким тоном? Ай-яй-яй, гробницами. Боже мой, ну хорошо, похованный, так похованный. Какой-то вандровник. Ну что нам от этого? Антарктиду открыл. Ну, вы молодец, добре. Далеко от Антарктиди похований он, я би сказала. Ну, ось так, ви бачите, тут екскурсія. А вот. Мы идем по этой улочке. О, папа, глянь, вежа якая. Что это за вежа? А? Одна из башен. Одна з башен чого? Верхний город и нижний город все отвечали крепость. Ага. И Ага. по углам Одна были башни. такая засталась. А по-моему, мы читали, что их кольки их засталось. Их было 18, засталось, по-моему. Вот там какая-то сверху лестница. Ну там брама, да? Там зачинено. А там зачинено? Мы идем у слепую перший раз. Хто бываў у Таллине, тот може пазнаваць гэтыя вулачкі, як яны тут брадзілі. А і машинки яшчэ тут ездят. Вот такой мурчик. Такие фигашечки себе, историчненькие. Ух ты! Глядите. Глядите, як пригоже такое все. Вот зараз мы пойдем тут. Только машины ездят. Ну. Едь сюда. Разворачивается. Ага. О, гляньте, какие ниши. Идем по истории. Поступово мы выходим на еще одну площадь. Еще одна. Опять костел. Ой, блин, эти дети. Только что там была, кричали группешники. Это как в этом не Кракове, а где-то мы были. В Гданьску. Эти дети сплошные опять к экскурсии. Ну вот, а что здесь вот это? Ну, это какая-то кирха, но она тоже сучасная. Кирха сучасна, опять шпиль. А вот, глядите, тут что у нас? 20-го. Литовские, украинские великие стихи, гляньте. Ой, украинский, литовский сказала. Эстонский, конечно, пробачьте меня, браты эстонцы. И вот тут какой-то сучасный помник Эстонии. Ага, эстонский глядите. крыш.
Какой-то крыш. Ну, это эстонские крыши, вот они тут. Это Тевтонского ордена какого-нибудь. Того, да. Ну, а вось эта лестница и веде туди на этот... Верхний город, да. Верхний город, где и будет оглядальная пляцовка, я Дальняя думаю. пляцовка, там великий собор, там и русский этот православный. Ой, великий блин, Александр опять! Невский. Ёп, Нет, так это красоты. они все там побочь. Это Ой, побочь. так радостно. Ой, туда поднимемся, там опять православный собор. И все это, ну что это такое? Все сводится к соборам, мечетям, церквям, костелам. Да что ж это за... Что ж это за вандровки Там такие? это твоя датская пляцовка, все. Это хорошо. Я вот это люблю. Давай, решай проблему. Да, давай. Гэтая плошча называется плошчай Свободы, Незалежности. И монумент называется... Монумент Карамоги, вызволенчив в войне в 18 году за незалежность Эстонии. Ну, а тут вот это какая-то знакомитая лестница, приступки, по яким ми починаємо восходження. И вот эти вазы Тут гербы городов. эстонских, Да. ось были в каком-то годе, да, усталеваны? Так, они были устареваны, потом при советах были разбурные, а потом зроблены чугунные. Ну, добре. Вазы, лестница. Помник Были гроб- свободы. Герб Эстонии, вот 3 льва. Это герб Эстонии. Что это львы? Что тут львы Такой водятся? королевский символ. Вести вот Эстония належала Дании, королевству Дании. Вот с тех часов они королевством себя лечили. Ну, добре. Идем далее. Мы вот там есть увоход внизе, написано Бастионас. Я думаю, что это вот такой таллинский бастион, как и Виннище. И вот такая еще вежа. И вот там черговый шпиль бачный. Ну, мы ось идем туди, откуда люди вот как бы вертаються. Идем, напевно, там щось буде цікаве. Ну, ось каля гэтага бастыёна мы вот даведаліся вось у эстонца, які вось прапалывает. Вас як зовут? Как зовут вас? Меня? Да. Магур. Магур? Марианна и Олег. Мы из Вильнюса, Литвы, но мы из Беларуси, из Минска. Вы эстонец, да? А. Да. Ну вот мы первый раз в Таллине, так вот все изучаем, сейчас смотрим. Ага, да. Ага, да. Спасибо. И вот это правильно, как этот сад называется? В принципе, исторически есть сад Коматанта. Коматанта? Да. Но когда была эта королева датский здесь, после этого создавали вот здесь сад такой розовый. А, Там розовый. Там розы, да? Ну там это роза, я сейчас надо чистить. Ага, ну вы молодец. Вы ответственны за этот сад, да? Ну, не ответственный, я летом работаю, я пенсионер. А, вы летом как пенсионер добровольно, да? Помогаю. работаю. Помогаю. Молодец. Так что Вы молодец. Спасибо вам. это Большое. называется Девичья башня. Вот это, да? Какая? Вот это? Да, и она Ага. является 1373 год. О, 1373 год, Девичья башня, Ну, почти. розовый сад. Но вот нам Магур подсказал, что вот идти тут, ух ты, классно. И там мы, о, какая ворота такие. И там будет направо. Ага. Спасибо огромное. Спасибо вам. Ачулабей. Ну вот, глядите как. Ух ты, так прикольненько. О, прям история. Ну вот я иду по истории. Классный бастиончик, классные стеночки. Поднимаемся
И такое красивое дерево. Ну, посмотрите, какое красивое. Как они его, такое как-то вниз так опустилось. И вот это такой вот, откуда мы пришли. Розовый сад. Ой. Ну, тут черговая информация. Называется вообще Tower. Это вообще Тауэр у нас. А вы думали себе? Ну, там лондонский Тауэр есть, а тут таллинский Тауэр. Правильно? А во, глядите. Вот, ось, як він виглядає. О. Тут есть информация. Ну, я уже ее не прочту. Ну, ось все люди идут. Ты сказал направо этот эстонский. Я забыла, как его зовут. Ну, вот туда идем. Вот куда мы идем. Или что это? Что за... Вот и какие вот башни эта арка, были, вежи, вот да. эта арка, то я разумею, что вот это она. Ага, вот эта арка. Вот мы тут, Да, вот. тільки що ми бачили, вот это вот Tower называется. А, мы вот эту бачили. Это вон та наступная башня, мимо Ага. которой мы тут шли. Вот, вот, Мы вот, прошли да. мимо А это той. так круглая, вон она там. Это так круглая. Красиво, Ага, она- ага. А вот тут вот они написаны, да? Тик Как они? Индикок, это вот что-то такое их. Ага. Это, короче, The Bastion Passage to the Carvenstone Museum. А вот тут вот как бы вот он, Ну, смотрите. как оно было, да. Как план, было, план. вот такой вот. Як это все виглядало, где мы сейчас вот будем бродить? Ну, где мы зараз, как ты думаешь? Вот, Вот тут мы, вот тут. вот тут мы? Да. Ага. Ну, глядите, вот Мы как мы прошли, вот будем. зараз вот мы сюда вот там прошли, и сюда вышли. Вот, Вот, ага, вот там. где-то там. Ну, все. А вот тут был вот этот головный, ну, верхний замок, вот и там палац был. Ну, пойдем тогда. 1380. Угу.